Отец Георгий, а правда, что в Библии сказано, что ничто худое не войдет в Царствие Небесное, поэтому я могу не худеть? Ой, ну, такие слова есть в Священном Писании, но, а как вы понимаете поговорку «нет худа без добра»? Не знаю. Не знаете? Ну, вряд ли это тоже про что-то, именно про худобу физическую. Иначе, вот, да, это какой-то бодишейминг бы получился православный. Ну, на самом деле, да, худое в переводе, и даже не в переводе, и в русском языке это тоже, это, да, некий такой архаизм, но нечто нечистое, плохое. Надо сказать, что по-хорошему, если уж говорить серьезно, то надо следить и за своим физическим состоянием в том числе. Потому что вот эта тренировка физическая, она помогает и бороться с духовным. Собственно, потому у нас и практикуется пост в нашей церкви. Потому что, ограничиваясь физически, мы также и у нас вот это вот щелкает иногда. Хорошо бы, если щелкало. Не у всех. То, что ограничиваемся сейчас, надо как-то задуматься и о духовном. Буду и воздерживаться и от гнева. Постараюсь не обижаться. Постараюсь следить за своим эмоциональным состоянием в пользу небесного. Вот. Это то, что касается физических наших вот этих дел. Конечно, надо следить за собой, но вход в Царство Небесное зависит от внутреннего состояния человека. И зависит это даже, скажу, не столько от человека, сколько от Бога. Потому что у нас есть такая история в Священном Писании, когда один юноша подошел к Христу и спросил, что мне надо сделать, чтобы наследовать Царство Небесное. Христос ему говорит: соблюдай заповеди. Тот сказал: какие? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, чти отца и мать. В общем, назвал ему заповеди. Тот сказал: я все это от юности моей сохранил, я все это соблюдаю. Тогда Христос ему сказал: продай все имение твое, раздай нищим и следуй за мной. Это, конечно, огорчило юношу. Он, как пишет евангелист, прискорбным отошел от Христа, потому что имел некое богатство. Не будем сейчас толковать эту историю, но в конце были такие удивительные слова. Ученики подошли к Христу и сказали: ну, кто тогда может войти в Царство Небесное? И Христос сказал: у человека невозможно, возможно у Бога. Вот. И, конечно, наша надежда на Бога, потому что никакими нашими заслугами мы не можем заслужить присутствие нашего в Боге, Бога, участие в нашей жизни. Это все происходит только по милости Божией. Нам же надо только откликаться. Это есть свойство Божие. Бог есть любовь, и Он непрестанным потоком свою любовь направляет на нас. Нам же остается только открыться этому и отдать себя в руки Божии.